Так, вы развиваете сельский туризм. Дом развития культуры. Так, Ярослав, возьми, пожалуйста. Ярослав, возьми, А пожалуйста. почему работали? Мы работаем и сейчас. А ну я-то ушла оттуда. А ты Я ушла? в парке работаю. Так, и, ребята, девчата, что вы проводили? Как это называется? Квест «Наследники Юркопа». Так, а Иркопа это что такое? Это охотник, это зырянский охотник, который немножечко замерз, и поэтому я вам расскажу коротко. Это самый быстрый охотник в мире. Когда-то очень давно, где-то 7000 лет назад, Правильно. этот охотник плохо поохотился на берегах озера Синдер и что-то загрустил, пошел в лес. И там он увидел, что дух водяной, это Васа, дерется и уже одолевает Версу, то есть лешего лесного. Тогда ему стало жалко Версу, он зарядил стрелу и из лука выстрелил, подбил Васу, тем самым освободив Версу. И Верса в благодарность сказал охотнику: ты, пожалуйста, дорогой друг, пойди в лес и найди аспу, это свое дерево. Это самое дерево принесет тебе удачу. Так и сделал, Ирка пошел в лес, нашел аспу, свое дерево, сделал из него лыжу, но только одну. Вторую он сделал из обычного дерева. И действительно стал на этих лыжах летать. Если бы он сделал обе лыжи из этого дерева, он бы улетел так, что его было бы не вернуть. Поэтому вторая лыжа ему служила для того, чтобы тормозить. И он стал, никто от него не уходит, никакая дичь, никакие звери не могут убежать от него. Даже таинственный голубой олень не смог ускакать от замечательного охотника Иркопа, который охотился еще долгие годы, пока, собственно, не сгинул в болотах синдерских. Вот, собственно, и все. Ты смотри, какая красивая легенда, увлекательная. Это кто записал такое? Ну, это историки, конечно же. Раскопали, да, Да. они это передавалось из поколения в поколение. Из поколения в поколение. Удивительно. А лыжа-то это одна, которую вот нашли, это может она и есть? Может быть, она и есть. Вот ей как раз примерно 7000 лет и есть. Сколько ей? 7000 лет. 7000 лет. Да. Я-то даже слышал даже 8. Даже 8 может быть. Даже 8. Да. Мы